Фиалка – это цветущее травянистое растение, довольно популярное в комнатной культуре. В природных условиях фиалку можно повстречать в Восточной Африке, а точнее в ее горных областях Кении и Танзании. При этом предпочитает такой цветок расти неподалеку от водопада и на речных террасах. Насчитывается примерно 20 видов комнатной фиалки. Цветок источает приятный аромат и радует глаз своим ярким цветом. Ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандигова рассказала, как можно укоренить фиалку в домашних условиях. Для укоренения листового черенка нам потребуется сильный здоровый листик. Для начала нам, естественно, нужен сам цветок. Не нужно брать листики с нижнего яруса, они довольно такие старые и уже потратили свои силы. Нельзя брать совсем молодые листья. А вот листики со среднего яруса, вот, допустим, примерно такие, они нам как раз-таки и подойдут. И кроме того, надо постараться не нарушить симметрию розетки. Перед тем, как срезать листочки, необходимо продезинфицировать ножницы. В нашем случае при срезе верхнего листка форма розетки цветка не изменится. Если черенок сильно длинный, можно его немного подрезать. Нож также надо продезинфицировать. Подрезаем черенок острым ножом под углом 45 градусов. Даем ему 10 минут, чтобы подсох. А в это время подготовим стаканчик, в который мы будем сажать наш листик. Для этого мы берем одноразовый стаканчик, в нем прорезаны дренажные отверстия и заполняем его универсальным грунтом с добавлением вермикулита. Не нужно землю сильно приминать, она должна быть рыхлой. Как черенок подсохнет, его можно сажать. В подготовленный стаканчик ставим листик, но не глубоко. Заглублять полностью весь черенок не нужно, так как образуются корешки и маленькие розетки на конце черенка на самом срезе. Почему не глубоко? Да, потому что корням, которые образовываются, нужен воздух. Они должны находиться близко к поверхности, чтобы молодые розетки, которые будут на них образовываться, могли легко протиснуться через толщу грунта и не загнить внутри. Полив черенка фиалки осуществляется из поддона. Ставим в какую-то емкость стакан и заливаем водой. Оставляем на 15 минут, чтобы грунт напитался влагой. После полива из поддона перед помещением в тепличку можно дать стаканчику постоять на ночь, чтобы испарилась излишняя влага. Для теплички я использую большой пластиковый стакан. И в этот стакан вставляю наш череночек таким вот образом. Сверху я его накрываю пленкой. А в стакане большом у меня тоже проделаны дренажные отверстия, чтобы излишняя влага испарялась. По мере того, как будет образовываться конденсат, черенок надо проветривать. Увидели капельку конденсата на поверхности, снимаем пленку и заменяем ее, чтобы излишки влаги не собирались и не способствовали загниванию. Маленькие розетки появятся примерно где-то через месяц, там плюс-минус неделя-две. По-разному бывает. Зависит иногда от сорта, от времени года. Что хочу сказать про тепличку. Открываем мы ее не сразу, как появятся розеточки, а даем им чуть окрепнуть и подрасти хотя бы миллиметров 5 в высоту, и можно будет уже отчетливо разглядеть листочки. Также можно укоренить фиалку в какой-либо емкости с водой, к примеру, в стакане. Заполняем его водой. В этом случае есть риск пересыхания, черенок может остаться без воды, и поэтому можно воспользоваться следующим способом. Для этого нам понадобится обычная фольга. Накрываю фольгой наш стаканчик вот таким вот образом. С помощью подручных средств проделываю в стакане маленькое отверстие и вставляю сюда наш черенок. Крышечка таким образом предохраняет от испарения влаги, и черенок спокойно стоит здесь до укоренения. Как только корешки достигнут сантиметров, мы вынимаем их и сажаем в землю. Такими несложными способами очень хорошо укореняются фиалки, и уже через несколько месяцев можно будет любоваться первым цветением.